В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши-Пшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске принят Трудовой кодекс страны. Парламентарии приступили к своей работе после летних каникул. Трасса Сухум-Ачамчира и улица Ардзен-Бахтпорчали. Два объекта инвестпрограммы сдаются в эксплуатацию. Заменить обычную соль на йодированную. Проблемы профилактики йододефицита обсудили на совещании в Абхазхлебе. Делегация из Абхазии во главе с премьер-министром Бесланом Барцыц принимает участие в 5-м международном бизнес-саммите, проходящем в эти дни в Нижнем Новгороде. Саммит собрал представителей промышленных предприятий, финансовых структур, бизнес-кругов, политиков, ученых и общественных деятелей со всего мира. Основная цель мероприятия – объединение потребностей бизнеса с ресурсами власти и потенциалом образования для будущего страны. Бизнес-саммит в Нижнем Новгороде зарекомендовал себя как авторитетная площадка для контактов деловых кругов и органов государственной власти. В рамках визита премьер-министра Республики Абхазия планируется встреча с губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым. Кроме того, представители абхазской делегации встретятся с генеральным директором торгово-промышленной палаты Нижегородской области Дмитрием Красновым. Состоялось первое после летних каникул заседание сессии парламента. Депутаты утвердили новый Трудовой кодекс страны и не сошлись с мнениями по законопроекту об электроэнергетике. Часть вопросов повестки дня посвящалась утверждению судей разных уровней. О том, что еще решили народные избранники, в репортаже Амры Амичба. Утверждение проекта Трудового кодекса республики стало первым вопросом, который рассмотрели парламентарии. По словам докладчика Аполлона Гургуля, необходимость в новом Трудовом кодексе назрела давно, ведь до сих пор в стране действовал кодекс еще советских времен. Представитель президента Дмитрий Шамба отметил, что с тех пор изменились трудовые взаимоотношения, и сегодняшние реалии требуют совершенствования законодательства. Депутаты единогласно проголосовали за принятие проекта. Трудовой кодекс вступит в силу с 1 января 2017 года. Почти трехчасовую полемику вызвал законопроект об электроэнергетике, ранее уже принятый в первом чтении. Мнения выступавших разделились. Однако все выразили согласие с тем, что закон, регулирующий энергетическую отрасль, стране нужен. Представлявший законопроект председатель Комитета по экономической политике, реформам и инновациям Гурам Барганджа считает, что документ достаточно долго прорабатывался, его следует принять во втором чтении. Депутаты Ахрабжани, Алмаз Джопу и Валерий Агарба поддержали коллегу. Закон в целом регулирует целую отрасль, в которой у нас на протяжении 2 десятков лет практически вообще не было никакого нормативного регулирования. Что подразумевает это регулирование? В первую очередь, это регулирование распределения электроэнергии, регулирование тарифов на электроэнергию и на производство услуг, лицензирование, определение правил рынка электроэнергетики, функционирование электроэнергетической системы, безопасность и надежность системы, защиту прав потребителей. Все эти положения нашли отражение в настоящем законопроекте. Очень важную вещь, которая здесь отражена в этом законе, это разделение отрасли на ряд составляющих частей для того, чтобы были юридические и экономические отношения внутри отрасли. Это же мы рекомендовали и в документе, завершающем энергетической комиссии. В первую очередь, это мы разделили генерацию, то есть производство электроэнергии, от операторов передающих сетей, то есть вот эти вот высоковольтные линии, которые идут, и вся инфраструктура, которая их обеспечивает, и операторы, естественно, которые занимаются этим делом, они отделены от производства. Те, кто высказывался против, а в их числе и представитель президента в парламенте, признавали, что закон нужен, но совершенно другой. По мнению Дмитрия Шамба, вступление в силу закона об электроэнергетике в нынешней редакции приведет к неминуемому увеличению тарифов за потребляемую электроэнергию. Так как по законопроекту, среди прочего, предполагается создание частных фирм, которые несли бы ответственность за сбор оплаты с населения. При этом тарифы устанавливались бы Кабинетом министров, а уполномоченным органом по законопроекту было Министерство экономики. Если мы будем регулировать тарифы, даже государство будет регулировать тарифы в соответствии с той методологией, которая установлена настоящим законом, где необходима будет себестоимость, чтобы тарифы соответствовали себестоимости электроэнергии. Мы сегодня получаем за генерацию, ничего не платим, только лишь за транспортировку и за распределительные сети. Эти тарифы не покрывают.
Если же мы в той концепции рынка принимаем закон, то неминуемо, если не сразу, то будет повышение тарифов. Конечно же, и вам известна позиция президента. Он просил отложить и не рассматривать данный закон. Результатом голосования стало отклонение законопроекта. 4-летнего труда группы депутатов и экспертов в Комитете по экономической политике, реформам и инновациям. Постановлением парламента внесено изменение в утвержденную ранее смету расходов на содержание Национального банка. О сути изменений рассказал председатель Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Георгий Агырба. Речь идет о 2 статьях, а именно расходы по формированию провизии на резервы на возможные потери по судам. И 2 статья – расходы по операциям с инвалютой. У Национального банка сегодня есть возможность как-то помогать коммерческим банкам. Мы в комитете приняли решение, значит, увеличить данную сумму до 300 миллионов. С тем, чтобы Национальный банк мог подкреплять коммерческие банки, а те работать со своими клиентами. Второй, значит, расходы по операции с инвалютой. Здесь вот, если вы заметили, стояло 3 миллиона, мы его предлагаем увеличить до 12. Здесь в этой смете видно только расходы Национального банка, но по этим операциям доходы чуть больше в 2 раза. То есть банк на скачке валюты пытается зарабатывать и зарабатывает. Рассмотрев еще ряд вопросов по дополнительной повестке, депутаты перешли к кадровым вопросам. В результате тайного голосования первым заместителем председателя Верховного суда избран Умар Бирулава. Судьями арбитражного суда избраны Саида Гуля и Алиса Чамагуа. Судьей суда города Сухум стала Милана Джинжолия. Амрамич Бельдар Дамиров, Абхазское телевидение. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Республики Абхазия Вячеслав Чирикба накануне сделал заявление, в котором, в частности, говорится, цитата, «Не вижу для себя возможности в создавшихся условиях продолжать работу в качестве министра иностранных дел Республики Абхазия». В связи с этим пресс-служба президента Абхазии прокомментировала главную причину непереназначения на должность министра иностранных дел Вячеслава Чирикба. Она связана с отказом Вячеслава Чирикба возглавить абхазскую делегацию в поездке в Приднестровскую Молдавскую республику на празднование Дня Республики. Как отметила пресс-служба главы государства, Чирикба мотивировал свою позицию тем, что в случае его депортации молдавской стороной у него могут возникнуть проблемы с объездом в страны Европы. В комментарии пресс-службы президента также подчеркивается, что курс внешней политики Республики Абхазия, несмотря на смену главы МИД, остается неизменным, так как, согласно Конституции Абхазии, внешнюю политику определяет президент, а не министр. Мы продолжаем рубрику «Ко Дню Победы» в эти дни 23 года назад. В Сухуме начались уличные бои. На Восточном фронте шли успешные операции. На Западном фронте абхазские подразделения выдвинулись от универсама в сторону кафе «Ветерок». Закрепились в здании управления троллейбусного хозяйства. С большими потерями удалось освободить здание типографии, где в подвалах склада печатной продукции засели грузинские гвардейцы. Абхазские бойцы вышли к подступам Сухумской горы, высота 160 и расположенной на ней телевышки. Условия содержания заключенных, в числе которых несовершеннолетние преступники и женщины, проблема функционирования режимных объектов обсуждались на встрече руководства МВД Абхазии с сопредседателем по правам человека на женевских дискуссиях Томасом Хаммарбергом. Международные представители посетили изолятор временного содержания при МВД, ознакомились с условиями содержания заключенных. Хаммарбергу представилась возможность лично пообщаться с подследственными, оценить ситуацию в целом. Также гости осмотрели ряд камер и осмотрели инфраструктуру спецучреждения.
Завершается строительство трассы Сухума-Чемчира. Проект осуществляется в рамках инвестпрограммы. Его сметная стоимость составляет более 384 миллионов рублей. Улица Ардзенба в городе Герой Тхуарчале также уже полностью заасфальтирована. Чтобы проверить качество проведенных работ, с инспекцией на объекты выехали замруководитель администрации президента Абхазии Адгур Лушба и глава госкомпании «Автодор» Борис Ачба. Репортаж Белой Кварчия. Трасса Сухум-Ачемчира протяженностью около 48 километров полностью заасфальтирована. Завершить строительство планировалось через месяц, в конце октября-начале ноября этого года. Но строители постарались сдать объект к празднованию Дня Победы. На этом ее участке, неподалеку от реки Мук, дорожные рабочие уже наносят разметку. Пешеходный переход у остановки автобуса в одноименное село теперь будет виден отчетливо. Следом за разметкой установят дорожные знаки. По словам гендиректора госкомпании «Абхазавтодор», занимавшейся строительством, изначально в сметной документации не был учтен процесс фрезеровки. Это снятие старого асфальта. Пришли к тому, что надо все-таки для того, чтобы дорога была качественной, произвести фрезеровку, то есть снятие старого асфальта. Но это не просто снятие. Снимая, мы по отметкам, мы практически сделали всю топографическую съемку дороги. Мы равняли продольные и поперечные профиля. Вот этим самым за столь вот те средства, которые нам были выделены на данную дорогу, мы смогли дорогу, я считаю, отстроить на оценку хорошо. Все эти работы строители провели, не выходя из сметного лимита. Старый асфальт использовали вместо щебня для укрепления обочины дороги. Это, по словам Бориса Ачба, положительно отразилось на качестве дороги. Щебень, значит, часть уйдет в землю, часть выйдет на дорогу. Значит, а этот материал, он очень прочный. Там присутствует хоть какое-то количество смолы. Он хорошо укатывается, и прочные будут обочины. По словам специалистов, качество дороги отвечает требованиям, предъявляемым к дорогам второй категории. До декабря завершат строительство перекрестков, остановок и автостоянок. Ширина трассы, как и прежде, составляет 9 метров. Толщина асфальтового покрытия 6 сантиметров. Укладка произведена одним слоем. Благодаря фрезеровке и топографии местами толщина асфальта составляет 7, а то и 8 сантиметров. Было предусмотрено более 900 миллионов на эту дорогу, где предусматривался, значит, выравнивающий слой и еще 2 слоя сверху. Вот тогда бы я мог сказать, что дорога и 15 лет могла бы прослужить. Но из того, что мы имели по финансам, и за это спасибо нашему стратегическому партнеру, мы смогли все-таки уложиться в эту сумму. И грузоподъемность, я не знаю, сейчас очень большие грузоподъемные техника ездит, и 20, и 30, 40 тонные машины. И вот из расчета этого я даю где-то от 5 до 5, 6, 7 лет. Последние метры отремонтированной трассы у развилки на Тхуарчал и Ачемчиру. Здесь оказалась не в порядке обочина. Ее разрыли после того, как ушли строители дороги. Прокладывали оптоволоконный кабель для интернета. Улицу Ардзенба в Тхуарчале также уже полностью заасфальтировали. Установили фонари, а в скором времени здесь планируют заняться благоустройством и озеленением пешеходной зоны. Осталось немного совсем. Заезды сегодня завершают по этой улице. Сегодня завершены установка бордюров и укладка асфальта. Осталось уложить тротуарные плиты. Здесь 50 метров в улице Ардзенба осталось не асфальтировано, но в связи с тем, что предусмотрен ремонт больницы, а эта улица прилегает именно к больнице, когда начнутся ремонтные работы, чтобы не испортить асфальт, мы предложим предусмотреть в инвестпрограмме уже когда будем ремонтировать проспект Свободы. Проспект Ардзенба будет соединяться с проспектом Свободы. Укладка тротуарной плитки будет производиться в течение 2 месяцев. Ход и качество проведенных работ на обоих объектах, финансируемых в рамках инвестпрограммы, оценил замруководителя администрации президента Абхазии Адгур Лушба.
Сметная стоимость этой улицы вместе с бордюрами и тротуарами порядка 15 миллионов рублей, которые заложены в инвестпрограмме к освоению в текущем году. И половина уже освоена. Это то, что на асфальтопокрытие, установку бордюров. И я уверен, что до конца текущего года весь объем работ по данному объекту будет сделан. Что касается республиканской трассы, в рамках и в пределах той суммы, которые были выделены на этот объект, он достаточно неплохой. В общем, по инвестпрограмме предусмотрено строительство 21 объекта. Из них 20 будут завершены уже в этом году. При этом уже освоено порядка 507-510 миллионов рублей. В целом, по инвестпрограмме на 3 года с 2015 по 2017 годы предусмотрено 935 миллионов рублей. Оставшаяся сумма перенесена на 2017 год. Сейчас ведомство работает над составлением перечня объектов, на которых будут проводиться работы в следующем году. Белла Кварчия, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение. Проблема йододефицита у населения республики стала темой совещания, которое прошло сегодня в здании госкомпании «Абхазхлеб». В совещании приняли участие заместитель министра здравоохранения Абхазии Батал Кация, члены Ассоциации медицинских работников, представители Министерства экономики, а также руководители хлебопекарен республики. О том, какие меры предполагается принять для профилактики йододефицита, в сюжете Наалы Ковы. Проблема йододефицита в республике существует и представляет потенциальную угрозу для здоровья населения. Такое заключение сделало Министерство здравоохранения Республики Абхазия по результатам обследования детского населения и беременных женщин в стране, осуществленное с участием ЮНИСЕФ и Ассоциации медицинских работников. Нехватка йода снижает интенсивность энергообмена в организме. В результате он слабеет против инфекций и опухоли, хуже выводит шлаки. В сосудах накапливается холестерин, увеличивается вероятность развития инфарктов и инсультов. У детей из-за йододефицита может затормаживаться общее развитие, ухудшаться слух, способность учиться. Несколько месяцев нами ведется работа совместно с Детским фондом ООН по проблеме йододефицита. Проведен определенный анализ, в результате которого мы можем смело утверждать, что в Абхазии эта проблема есть. То есть дефицит йода у нас в пищевом рационе. Соответственно, он отражается, естественно, на содержании йода в крови в организме. И особенно это влияет на детский возраст, на беременных женщин. Замминистра здравоохранения Батал Кация развеял мифы о содержании достаточного количества йода в тех или иных фруктах. И в частности о том, что жители приморских стран не могут страдать от йододефицита. У нас существует очень много мифов, связанных с тем, что мы живем на берегу моря, и поэтому у нас этой проблемы быть не может. Якобы в воздухе содержится йод. У нас есть такие фрукты знаменитые, как фейхоа и другие, которые содержат йод. На самом деле, к сожалению, это мифы. Содержание в них йода не отличается по концентрации ни от каких других фруктов. Проблема йододефицита актуальна не только в Абхазии, но и во всем мире. В разных странах разрабатываются различные программы профилактики, а также способы решения этой проблемы. По результатам исследований выяснилось, что наиболее эффективным из них является добавление йодированной соли в пищу, в особенности в хлебобулочные изделия. Некоторое время назад представители Министерства здравоохранения Абхазии поехали в Беларусь, чтобы ознакомиться с технологией выпечки хлебной продукции и кондитерских изделий с использованием йодированной соли. В состав рабочей группы вошли врачи профильных специальностей, а также руководитель Пицунского хлебозавода Роман Бения. Были мы на хлебозаводе, но они выпускают 50 тонн в сутки хлебобулочных изделий. И они добавляют йодированную соль. Единственное, когда они добавляют, они делают ручные торты. Там малое количество, там это как бы, а в хлебы, в сушки, баранки, все, что остальное они делают, они добавляют эту йодированную соль уже 15 лет. Добавление йодированной соли никак не повлияло на ценовую политику хлебобулочных изделий в Республике Беларусь, так как соль там производится непосредственно в самой стране. У нас в республике ситуация обстоит иначе. Йодированную соль придется закупать. В первую очередь, я думаю, нам нужно будет начать узнать, какова ценовая политика, да, стоимость 1 килограмма и вообще в какой концентрации добавляется это в производство. То есть в таком же количестве, как и обычная соль, либо
больше или меньше. А потом уже определиться с затратами, определить себестоимость. Повлияет ли поставка йодированной соли на цену хлебобулочных изделий? Вопрос пока нерешенный. Им будут заниматься соответствующие ведомства. Специалисты тем временем настоятельно рекомендуют полностью заменить обычную соль на йодированную. На Алакове, Беслан Джинджоlia, Абхазское телевидение. Видеомарафоном отметили в Сухуме Международный день мира. Демонстрация видео под названием «Школы побратимы» состоялась в Музее боевой славы имени Владислава Ардзенба. Принять участие в своего рода телемосте пришли учащиеся нескольких столичных школ. Связь по интернету была налажена со многими странами мира. Такого рода мероприятия в Абхазии проводятся впервые. Основная его цель – наладить дружеские контакты между странами. Организатором мероприятия выступила международная организация Ассамблеи ООН «Наследники Победы». Международная организация «Наследники Победы» проводит видеомарафон с участием многих государств. Там больше 20 государств, начиная от Израиля, я имею в виду по дальности, Израиля, Греции, Кипра, европейские страны туда входят, там Сербия, Республика Сербская, Черногория, прибалтийские государства, Болгария и бывшие страны СНГ. У нас участвует сегодня на этом марафоне 2-я школа, 4-я школа и 10-я школа. Мы посылаем от каждой школы по 2 человека, которые могут быть делегированы на следующих съездах, форумах. Это будет ли это в Москве, в другом государстве, они будут туда делегированы. Сильный ливень и ураганный ветер обрушился на Абхазию сегодня утром. В результате непогоды были повалены десятки деревьев, сорваны крыши домов, затоплены улицы. О последствиях стихии в репортаже Ренаты Шакая. Несколько деревьев упали в результате урагана и ливня в столице. Хоть реки из русел не вышли, но скопившаяся дождевая вода успела затопить несколько улиц Сухума. Рядом с медицинским училищем упавшее дерево повредило линии электропередачи. По улице Иналопа дерево упало на магазин. Несколько автомобилей повреждены из-за повалившихся деревьев. Из-за упавших веток также по улице Эшба было перекрыто движение. Кроме того, из-за сильного ветра сорвало крыши нескольких зданий в городе, в том числе частично в здании администрации города. Сильный порывистый ветер сорвал фасадную облицовку дома номер 195 по улице Эшба. Нефункционирующий лифт, затопленный подвал, а теперь еще и фасадная облицовка, которая при малейшем ветре с огромной высоты падает во двор 16-этажки, где очень много детей и пенсионеров. Жители с опаской выходят из собственного подъезда. На одной секции 2-метровой 6 штук надо было забить. Ни одного шурупа нет. Это сэкономили. Лучше бы они вот как панель, вот так побелили бы. Тут все ясно, за что такой брак сделано. С утра коммунальные службы столичной администрации совместно с МЧС республики работали в усиленном режиме. Благо, дождь оказался хоть и сильным, но скоротечным и не успел нанести ущерб городской инфраструктуре. Рената Шака, Алексей Гухава, Сейда Гухава, Абхазское телевидение. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается облачная погода. Временами ливневый дождь с грозой. Температура воздуха ночью плюс 15-17, днем плюс 23-25 градусов. Температура морской воды плюс 25 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.